привет! Сегодня будем делать шаблон газеты. Нажимаем «Создать», выбираем «Готовь к печати», выбираем формат А3. Сегодня сделаем 3 страницы. Либо можно выбрать формат А2. Так. Давайте А3 и 3 страницы делаем. Выбираем предустановку «Готовь к печати». И потому что здесь уже, когда вы будете распечатывать свою газету, она подстраивается под принтер, то есть, и будет вылет под обрез. Поэтому пока по умолчанию стоит 3 мм, но все зависит от вашего принтера. Так, давайте создадим монтажную область еще. Создать. Так, это у нас одна монтажная область. Копируем, вставляем. И делаем еще 2 листочка, потому что мы будем делать 3 страницы. Копировать, ставить. Не забывайте нажимать привязку, чтобы у вас получается листы, фигуры, они, получается, ориентировались друг на друга, и чтобы у вас все было ровно, да? Так, давайте здесь переименуем. Так, это... Первое. Так, первое. Здесь сразу переименуем страницы. Два щелчка, и вы можете выделять и еще раз нажимаете, тогда у нас получается, вы можете поменять название. Так, выбираем первую монтажную область. Так, в представлении нажмите вот везде галочки, чтобы показать направляющие линии, сетку и направляющие столбцы, линейки. Они нам сегодня понадобятся. Так, через лупу давайте немножко увеличим. Так. И делаем, пусть у нас должны быть отступы с верхней стороны, да, и внизу тоже должен быть отступ. Так. Представление, диспетчер направляющих, и вот наши направляющие горизонтальные, вы видите, да? Здесь можем их корректировать, чтобы у нас круглые числа были. Так. Закрываем и смотрим ровно. Сеточки, да? Вот ровно. Каждый получается по 2 сантиметра. Так, теперь первой странице у нас будет заголовок нашей газеты. Так, и краям тоже должен быть. Так, нажимаете Z, тогда у нас сразу переключается на лупу. Через V переключаетесь в перемещение. Так, 20. И отсюда 20. Это у нас 297, значит 277. Вот теперь это
линейкой. Как видите, линейка сразу в каждую монтажную область подстраивается. Возвращаемся к лупе, альт уменьшаем. Так, V возвращается к перемещению. Вот, теперь у нас здесь вот посередке будет надпись. Так, выбираем художественный текст. Давайте назовем нашу кассету. Здесь снизу у нас будет, так, давайте подчеркивание сделаем. Так, так, выбираем цвет черный. То есть, когда здесь по этой же фигуре сделаем текстовую область. Так, выбираем текстовую область и так, давайте немножко отметим. Так, выбираем текстовую область и на месте вот такой же шириной делаем текстовую область. Здесь ставим замещаем текст, потом переходим посередке и выбираем текстовые области, вот в слоях, да, нажимаем Ctrl и прямоугольник, и вот у нас есть булевая операция вычитания, и вычитаем с нашего, получается, прямоугольника, это текст. Главное, чтобы прямоугольник должен быть снизу, а текст сверху. То, что вы вырезаете, оно должно быть сверху, да? По контуру, каком контуре вырезаете. Тогда вот здесь, видите, мы можем поставить какой угодно текст, чтобы красиво смотрелось. Так, здесь наверху будет номер газеты, либо что-нибудь такое. Давайте для этого здесь сделаем место для этой надписи. Черный. Так. Будет. То, что вы уже менять не хотите, можете, получается, сразу их под ключик. Кривые тоже под ключик. Прямоугольник тоже под ключ. Так. Здесь у нас новость. Здесь будет, например, дата, что-нибудь такое. Можете, да, поставить. И здесь у нас внизу будет самая главная новость.
такое большое пространство для изображения. Так. Можете вот нажимать Ctrl и через колесико мышки тоже увеличивать, уменьшать. Так, можете здесь вот в навигаторе смотреть, как это все смотрится. Так, теперь немножко уменьшу, и текстовую ось я сделала, и прямоугольник закрашу каким-то светлым цветом. Здесь можно поставить в него, разместить любое изображение, ставить внутри. Так, как размещаете картинку? Выбираете вот инструмент «Разместить изображение», выбираете любое изображение и под него, получается, под его размер подгоняете изображение, да? И в это изображение вы кадрируете через этот прямоугольник. То есть вставляете его вот в слоях. Надо поставить рядом с надписью этого изображения, тогда у нас изображение кадрируется под этот прямоугольник. И значит, вы всегда можете оставлять себе вот такой вот прямоугольник, чтобы менять изображение каждый раз на новое, да? Так, теперь я пока изображение это удалю. Так, вытаскиваю прямоугольник, выделяю только прямоугольник и его вытаскиваю оттуда из-под этого слоя. Так, вытаскиваю и удаляю изображение. Оно у меня будет пустым сейчас, да? И снизу у нас будут какие-то колоночки, несколько колоночек, да? Для новостей каких-нибудь, да? Так. Снизу здесь сделаю место для номера страницы, а это номер журнала здесь будет, например, да, а здесь номер страницы. Так. Здесь будет прямоугольничек. Давайте закрасим черным. Я копирую этот прямоугольник. Хочу его даже поставить сразу сюда. Сразу на свои места. И здесь тоже ставить свои места. Так, это у нас место для для страницы. Так, здесь у нас какая-то большая картинка. Здесь тоже будет подзаголовок какой-нибудь. Выбираем художественный. Делаем текстовую область. Можем его тоже. Текст, ставить замещающий текст, и здесь тоже текст, ставить замещающий текст. Чтобы увидеть, как это выглядит снизу, можете посмотреть. Вот так у нас получилось. И здесь я хочу, чтобы была картинка и текстовая область, да? Выбираем тоже
прямоугольник. Здесь у нас будет текстовая область, то есть какое-нибудь изображение. Сделаем его серым. И здесь сделаем текстовую область таким образом. Так, здесь, как видите, у нас здесь будет фигура, она не прямоугольник, объединю две фигуры. Так, выбираем вот две фигуры, которые мы сделали последние, да? Выделяем их и вот через добавить объединяем, и эту фигуру мы преобразуем в текстовую область. Здесь текст, ставить вещащий текст. Да? Таким образом у вас получилось вот так у нас первая страница наша. Так. Так, теперь делаем вторую страницу. Давайте эту монтажную область мы сразу все его заблокируем, чтобы никак изменить его нельзя было. Так. Здесь вот везде поставим ключики, чтобы, не дай бог, нечаянно не задеть. Теперь переходим на вторую страницу. Так. Здесь на второй странице давайте
И вот мы примерно закончили шаблоны нашей газеты. Так, это у нас задняя часть, одна из страниц и передняя часть. Все, мы закончили, и все готово. Файл, сохранить. Пример этой газеты вы можете экспортировать как шаблон. Выбираете экспортировать как шаблон, выбираете папку, куда вы его сохраните. Сохранить. И тогда у вас он будет в предустановках. Когда вы создаете, например, новый документ, выбираете шаблоны и шаблоны этой газеты выбираете и создать. Тогда у вас вот открывается шаблон, и вы здесь уже можете как угодно его менять, но шаблон у вас останется. Ну все, на этом все. Спасибо за внимание.